Что ждать утра? Надо заезжать на Весновку. Думали, короче, быстро собрались. Но быстро у нас получилось в течение 5 часов. Пока доехали, пока выгрузили свой ураган, пока... Короче, вон, смотрите, полная корыта. Здесь в ведре хлеб, резиновая лодка, чучела, спальники, продукты. Второй рюкзак у нас, опять же, продукты, опять же, спальники, коврики. В кофре у нас рюкзак с аппаратурой, патроны. Там у нас опять же одежда, чехол, собачья кастрюля, пила, топор. Короче, взяли вроде бы все, вроде бы ничего не забыли. На этот раз взяли с собой тумана, чтобы было веселее. Где-то шалопай бегает, но не знаю, должен догнать, наверное. Снега у нас еще очень много. Хоть на асфальте хоть растаяло, тут еще очень много снега. Не знаю, как мы доберемся до места. Дай бог, чтобы добрались. Выезжаем, друзья, выезжаем. Не знаю, как мы доберемся. Главная проблема, если растеклись ручьи. Если нет, я так думаю, ураганушка по снегу пойдет. Почему выехали ночью? Во-первых, это еще и прохладнее, днем намного жарче. Во-вторых, мы уже заедем, отдохнем и с утра начнем заниматься делами. Так что, в путь, друзья, в путь. Выезжаю сегодня, оператор у меня Роман, сынок. Так что, поехали. Одна есть. Бляха-муха. Одна утка осталась, а вторую не успел. Смазал, твою мать, ружьем на свою голову. После первого выстрела предохранитель включился автоматически от отдачи. И все, я нажимаю, а выстрела нет. Главное, так сели, интересно, одна сюда, а стайка чуть подальше. Лучше одного добыть. О, а это что? Щука? Щучка, походу, плесканулась. Значит, есть щуки. Это хорошо, это радует. Раньше здесь на болоте немного было. На болоте даже мужики сети ставили. Бродня заплывали, ставили сети. Сейчас стало мало, но вот одна плесканулась. Так, у нас один черок. Один шелохвостик вроде бы. Еще одна утка должна быть там в кустах где-то. Не знаю, потом поищем. Туман, туманище. Холодина, сырость. Но утка летает, и это радует. Хоть немножко. Все. Янскадан. Две утки сели. Как раз между... О, взлетели. Взлетели. Как раз между шалашами. И ушли на Печору. Что-то им не понравилось.
Печоре слышен звук моторных лодок. Это хорошо. Чем больше уток будут гонять на Печоре, тем больше уток прилетит сюда. Туман был рассеялся, теперь опять пришел откуда-то. Так, и у нас уже раз, два, три, четыре. И там где-то должна быть 5-я утка. Но озеро пока никто не садится. Озеро оттаяло вон немножко. Метров 30, наверное. В длину и метров 15-10 в ширину. Завтра, чисто по моим прогнозам, оно метров на 15 уже еще больше откроется. По идее, должно быть самое такое. Лишь бы погода не подвела. И будет все отлично. Ух ты, блин. Прозевал. Прозевал греку. Вон гряка пролетела. Сейчас сядет к Вове. Вот точно садится. Села. Сейчас будет выстрел. Бабам. Долго выцеливает. Ну, бабам. Была кряква и нет кряквы. Прям над головой пролетела. Бабам. Не попал. Как так-то? Улетела. Улетела. Пошла на Печору. Промазал. Да. О, радуга. Ничего себе. Первый раз в этом году вижу радугу. Точно он. Левый конец. Только 3 цвета. Только красный, желтый. Красный, розовый, желтый. И немного зеленый. Там нету. И вот там еще немножко. Круто. Утро встречает радугой. На улице моросит дождь. И там вот такой вот красивый рассвет. Красный. Такой красный рассвет. Вообще картина Репина. Эта камера, конечно, не так передаст все это. И вот от этого красного рассвета, красного зарева. О, утки. Сели, блин, далеко. И от того шалаша далеко, и здесь далеко. Хитрые тоже понимают, что шалаш представляет собой опасность. Это по-любому с Печоры шуганули. Моторка вот ездит там. Отсюда до Печоры не очень-то и далеко. Слышимость хорошая. Ладно, подождем, может приплывут.
еще сели. Это с печоры шукают уток. Давай, давай, катайтесь, катайтесь. Может, что хоть прилетит сюда. Так, пошли в эту сторону. Нет. Нет. Не сюда. Поднялись от выстрела и улетели. Бабах-бабах. Ну, а сюда кто-нибудь прилетит, нет? Здесь тишина. Вот две утки пролетела опять, не заметил. Кругом канонада. Во-во-во, давай, давай, кромки. Садитесь, садитесь, кромки. Вроде пролетели. Села. Сейчас будет бабам. Вот две утки летят. Пролетели мимо. Утки плещутся, слышно. А не видно. Ого. Играют. Время уже почти 4 часа. И я уже напрочь замерз. Промок это раз, замерз это два. Ну что, первая утрянка сезона охоты 2020 года, можно сказать, открыта. Раз, два, три, четыре, пять. 5 уток это точно добыто. Может быть, в кустах там шестая, потому что выстрелил, она туда села две утки, выстрелил, туда упали, крякали, и что-то не вижу, пока не вижу. Возьму лодку. Вот эта лодка у меня. Озеро начало открываться, уже лед падает. Рома там тоже вроде бы пару раз пульнул. Сейчас посмотрим, что-то он добыл, не добыл. В общем, ух ты, на Печоре пуляют. В общем, добыл 5 уток. Из-за осечки произвел. Ну, не осечка, а предохранитель. После первого выстрела встал предохранитель. Ружье стало на предохранитель. Так красиво она взлетела, вот вторая утка.
И получилось, пока я включил туда-сюда, уже второй выстрелил издалека. Была возможность. Раза два-три пролетела кряква, тоже прозевал. О, кулик сел, куличок. Куликова мы не стреляем. Кто-то вот улетел. Кто-то на них специально охотится. У нас что-то не принято их стрелять. Там мясо-то, господи, как в таракане. В общем, охоту мы открыли. Янцкадан уже начало есть. 10 дней мы точно, скорее всего, будем здесь, потому что снега в лесу еще очень много, ручьи разлились. Сюда мы добрались очень и очень тяжело. И, скорее всего, будем выходить уже без снега, когда ручьи спадут. Иначе мы просто не сможем проехать. Поживем в лесу, продукты мы взяли. Так что все впереди. Ну а пока собираем уток и избушку. Я просто околел. Температура плюсовая, но вот этот дождь всю ночь, целый день вчера, сегодня всю ночь поливает. Я просто уже замерз. Сапоги-то я одел, бродни снял, одел сапоги. Но все равно плечи сырые, колени сырые и очень прохладно. Все, встречаемся в избе. Собираю уток, забираю Рому. Рома вот в том дальнем шалаше. И идем в избушку греться. В упрощенном режиме мировой судья принимает так называемый судебный приказ. Там список людей. Приступаем. Готовим завтрак. А на завтрак у нас сегодня будет что? Растительное масло. Так, наш праздничный завтрак сегодня будет состоять из жареных макарон. Опять же, заметьте, привезен из дома. Есть и, конечно, такие макароны, но сначала, в первую очередь, едим то, что привезли из дома. Зато быстро, махом, раз-раз и все. Всем привет, пользуясь случаем. С началом охоты. Всем удачи. Охоту открыли. У меня сегодня 5 уточек. У тебя, Володь, сколько? 4 сегодня. 4 уточки. Вон. Если не верите, вон они висят. Вот такие вот 2 червячка. Вот такой вот лохлок. И вот такая вот парочка гоголей. Вон, смотрите. Вот такая красивая птица гоголь. Вон они вообще красавцы какие. Вон шилохвост. И 2 чирка. Покоми чирак, он и в Африке чирак. Покоми тоже не чирок, а чирак. Шилохвост покоми кырык. А гоголь. Мне стыдно, но я не знаю, как покоми гоголь. Так. Подвешиваю, чтобы они подсохли. Так они лучше сохраняются, когда Сухие, да? сухие, да. Потому что находиться мы здесь будем долго, как минимум неделю, потому что добирались, было очень тяжело добираться. Снег глубокий, ручьи растеклись. Ну и обратно, скорее всего, будем выезжать уже тогда, когда наступит лето. Когда придет время, да? Когда растает снег и все такое. Так, наверное, здесь же прямо и согрем. И еще у нас сегодня к праздничному блюду вот такое вот блюдо. Это фирменное блюдо Валентины Васильевны, это мясной торт. А я знаю одно, что здесь вафельные коржи
и фарш, но еще свои там небольшие хитрости. Пока хватит. Это потом. Убавляем. Крышка есть лучше, чтобы закрыть. Накрыть, да, чтобы они не пропарили-то. В общем, сегодня у нас праздник, день открытия охоты. И этот праздник грех не отметить. И сегодня мы его будем отмечать не рыбацким, а каким? Все правильно. Охотничьим напитком. Так что встречаемся за столом. Небольшая пауза. Как все будет накрыто, мы все вам покажем. Абсолютно все. Вторые сутки поливает дождь. Вот он наконец-то, наверное, по нашей просьбе, наконец-то он прекратился. Решили выйти на улицу. Это обычно мы здесь обедаем, кушаем. Все-таки в избушке как-то менее, здесь получше, да? Конечно, конечно. Вот. Природа. Так что хоть и стол немного сыроват, но ничего, постелили газетки. Все нормально, все хватает. Бутылочка, Надежда, с Украины еще. Я не выкидываю бутылочку. Берегу ее, на память оставил. Это мне с Украины прислали. С Украины. Горилочку, да. На Зубровке тут трава такая была, зеленоватый такой цвет. Конечно, мы все это выпили, но бутылочка Бутылочка осталась. осталась. Да, А, что- Украина, да? Да. Или Белоруссия? Украина. Украине привет большой. Как бы там ни было. Там живет землячка моя, Надя. Она раньше жила в нижнем поселке Митрофане вроде бы, да. Вот, и они там потом переехала и сейчас живет там. Так что огромный привет тебе, Надежда. С родных мест, с родных земель. И поднимем бокалы за открытие охоты. Это великий праздник для тех, кто уважает это дело, любит. Ну давай, за открытие. Ура! 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 Ну, нам уже с полем. Можно сказать, что 100% открылись. Не солил? Соль вредна. Да. Вова сказал, что соль вредна. А Вова знает. Вот видите, я кушал соль. Смотрите, какой я маленький. А у вас соли не кушал. Соли хватает в рыбе. Попробуй местный торт. Нет, я наелся. Я пришел с охоты чуть пораньше, поэтому я уже поел. Просто поддерживаю. Рома молочко пьет. Ну, молочко. Молочко покчинское. Вкусно? Обязательно. Как молоко может быть невкусным, если это не магазинское? Туман наелся. Че смотришь? Я говорю, ты наелся? И вот нет бы оставить кашу в кастрюльке, взял и опрокинул. Пытается спрятать все. Носом прячет на будущее. Собаку держим на привязи, потому что все-таки это весна. Как бы и зайцы бывают, не бывают, они есть брюхатые. Ну, нежелательно весной, по идее, собаку брать в лес, но она наш, как бы, получается, сторож. Да. Вот сегодня мы тоже сидим в шалаше. Она ночью просто взяла гав-гав-гав-гав-гав-гав, так что-то, ну, думаю, что, кто такое? Пришли, правда, никого нет. Никаких следов, ничего. А был случай, мы также, я был один тогда, у меня был русско-европейская лайка Бим. Так вот, я его оставил здесь, на привязи также привязал, сам пошел в шалаш. В дальний шалаш пошел. Вечером ушел, возвращаюсь, уже, наверное, часиков 6 возвращался. В 6 уходил, 12 часов я сидел, короче, в шалаше. Вот где-то время около 12 было, он такой лай пошел, сильный-сильный лай. Ну все, думаю, медведь подошел, сейчас съест собаку.
Все, потом потише, успокоился. Что вы думаете? Утром я прихожу сюда, в радиусе 100 метров вот так, вокруг полностью медвежьи следы. Раза два, наверное, он так крутанулся, собака вот на него и лаяла, получается. И не подошла к собаке. А так, я не знаю, не то чтобы она собаки испугалась, может запах дыма, может что, но факт то, что, получается, не было бы собаки, и медведь зашел бы в избу, так что собака... Своеобразный звонок. Да-да-да, он уже, по крайней мере, спишь в избушке, собака уже даст голос, уже ты знаешь, что можешь подойти медведь, а тут все-таки это дикая тайга, медведи здесь ходят, медведи здесь живут, и ничего не стоит просто взять и подойти. Ладно, мы отвлеклись от темы, у нас сегодня праздник. Я очень долго ждал этого праздника. Может, вы помните прошлогодний ролик, крайний ролик, который с Весновки был. Была прекрасная погода, собирал палатку, собирал все вещи и все, прощался с этим озером, прощался до осени. Осенью я все-таки здесь был и говорил до следующей весновки. Вот она, эта весновка, она наступила, и это здорово. И я не могу просто не отметить это дело нашим рыбацким, а теперь он уже охотничий напиток. Напиток охотничий, безалкогольный, но Да, все равно крепкий. красивой бутылочки. От души. От души. За вас, друзья. И за охотников. За вас, охотники. Сегодня охотничья тема, так что охотникам двойной респект, двойное приветствие. Все вдвойне. Сегодня наш праздник. И чтобы в 2020 году все охотники, и в том числе и мы, прекрасно провели время на охоте. Независимо, сколько настреляли, мало или много, важен сам процесс. Все хорошо. Как ты можешь рыбацкий напиток и молоко? Нормально все? Нормально. Роман у нас с детства молочко любит. Он по нему видно, да? А сейчас, друзья, короткая рекламная пауза. Я сейчас возьму бумажку и кое-что вам прочитаю. Мы опять вернулись. Немножко приготовились. Теперь вам поздравительное слово скажет Володя. А слышно хорошо будет, да? Даже отсюда. Надеюсь, да, говори погромче. Пользуясь случаем, хотел бы зачитать одно из своих стихотворений. Солнце заходит за горизонт, прохлада окутала землю. Одену я свитер, вот сейчас хорошо, меня не продует злой ветер. Сижу в шалаше, свежий воздух повсюду, счастливый и гордый, я вырваться смог. И рад бесконечно, и будет что вспомнить. И как же мой лес, мне с тобой хорошо. Ну и могу и попробую еще, наверное, одного, да? Давай. Еще одно стихотворение. Лил сильный дождь в осенний теплый вечер, а утром появилась в тучах брешь. Пробился лучик солнца яркий и задышал. Проснулся шумный лес. На берегу реки действительно красиво. Роса покрыла влагой все луга. И кажется, что вижу это все впервые. Не замечал такого раньше никогда. Блестели капли, на листве качаясь, как будто серебром окутали весь луг. А запах луговых цветов меня дурманил. И легкий ветерок шумел вдоль берегов. У меня еще много таких стихотворений. Может быть, когда-то Мы их расскажем. Ты расскажем. забыл сказать, где рождались эти стихотворения? В избушке, в шалаше? Где Нет, именно? стихотворения рождались на моей любимой работе. На работе. На работе. Но благодаря воспоминаниям, которые были здесь, правильно? Да, благодаря воспоминаниям, которые я провожу в лесу. Ну как, нормально? Я думаю, душевно, от души
человек на работе что вспоминает? То, что уже как бы немного прошло, немного вернуть нельзя, и в ожидании того, что это опять вернется на следующий сезон. Лично у меня так. И у людей сложат сомнения, скажут, что у него за работа такая. Что стихи писать можно, да? Ну давайте, молодцы. Собрались. Будем охотиться. За открытие охоты. За открытие. 10 дней счастья. Самое лучшее время в году. Правильно? Да. Резкая, Это- экспрессивная. Многие, конечно, дискутируют, что весенняя охота так, что вы с голоду мрете, там, бьете. Не дождитесь вы осени. Осенью тоже будет охота. Осенние краски тоже красивы. Но весенняя природа, когда пробуждается, вот это все такое. И весенняя охота, ну, понимают только охотники. Многим, конечно, непонятно, ну что. Это уж совсем другая история. Тихо. Вот. Это кто? Гусь? Нет, ворон. Я уже думал, гусь летит. Черный ворон. Что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой. Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой. И, пользуясь случаем, на пасашок, как говорится, еще расскажем маленькое стихотворение. Это было написано где-то 2-3 года назад. Больше. 3-4 года назад. Речь идет о моей собаке. Я держу западносибирских лаек. Нравятся они мне. Я с ними в лес хожу, живу, охочусь, везде беру. Мне с ними нравится. У меня она была беременна. И у меня появились такие строчки. Казалось бы, обычный день и повседневная рутина. Работа, дом, обычные дела. Но в этот день случилось чудо. Моя собака Юта родила. О, сколько радости, эмоций, и сердце сильно бьется так в груди. Моя собака стала мамой. И начинаются веселые деньки. Всего хорошего. Ну а теперь приветы моим друзьям. Не всем, конечно, потому что если я начну передавать приветы всем друзьям, которые у меня есть на канале, которые за 2 года мне стали как родные уже, это уйдет не ролик, не 2, не час и не 2. Но мы всех вспомним и как-нибудь в других роликах передам. Но тут просто я интернет слабенький здесь, практически нету, связь местами ловит. Я записал на бумажку. Буквально минуточку терпения. Сейчас я вам прочту. Записал, потому что запомнить это. Так. Передаю привет Владимиру Удникову. Привет, Владимир. Тезка твой. Он с Кудымкара. Это Пермь, Пермская область, Кудымкар. Огромный тебе привет. Еще привет. Тут как бы человек попросил передать привет мне. Но я как бы, чтобы не подумали, что это я передаю, а привет от Лука Лукич. Передает привет Машеньке Лукиной. А теперь уже я передаю. Машенька Лукина, большой тебе привет от Коми Рыбака. По просьбе Луки Лукича. А то еще подумают неправильно. Как-то вот так. Короче, и Лука Лукич, и Машенька Лукина, огромный вам привет. Еще передаю привет огромный Саше и Марине из Салехарда. Друзья, огромный вам привет.
Немножко привет задержался, но я именно хотел передать его в такой обстановке, в этом сосновом бору, на берегу этого прекрасного озера, именно на весновке, потому что это мое самое любимое время года. И этот привет, я думаю, от души будет тоже самым лучшим. Еще привет Сергею Воробьеву из Якутии. Друг, он нашел меня благодаря Ютубу. Мы познакомились, списались, созвонились, поговорили, поняли отлично друг друга. Ну, как бы родственная душа, он занимается тем же, чем и я. Увлечения одни и те же. Мы нашли общий язык, поговорили. Серега, огромный тебе привет. Серега мне отправил ролик, клип про свою родную Якутию. У нас, конечно, немного климат помягче, чем в Якутии. 50-градусных морозов не бывает. Раньше были, правда, 40-градусные, но теперь уже лет, наверное, уже 10, ну, 7-8 точно нет уже. 30-32 и то пару раз. Так что еще раз, Серега Воробьев. Леонид Пархоменко попросил привет передать. Передаем привет с озера. И хочу, пользуясь случаем, поблагодарить Юрия Александровича Л. Без сообщения, я не знаю даже фамилии, за материальную помощь. Получил перевод. Огромное вам спасибо. Поддержка большая, потому что все наши поездки связаны, конечно, с затратами. И любая помощь, то, что вы переводите, это, конечно, очень и очень поддерживает. Максим Валерьевич Ж. перевел тоже материальный. Рома знает? А что уж скрывать. Максим Валерьевич Жуков тоже мне помог материально. Получил я перевод, так что огромное спасибо, Максим. И Денис с Москвы. В аккаунте у него на моем канале так и написано просто чин-чинарем. Огромное спасибо за поддержку. Чтобы и у тебя все было чин-чинарем, чтобы у нас было все чин-чинарем, чтобы у всех все было чин-чинарем. И на этой прекрасной ноте мы разольем наш рыбацко-охотничий напиток. Да. Потому что сегодня праздник, и сегодня просто грех не выпить. Да. Что бы ни говорили злые языки, а вот этот напиток все-таки, если его употреблять в меру, и если знать, как бы говорится, границы, ну, без разницы. По поводу, а сегодня повод у нас вот такой, то, я говорю, никакого вреда, только польза. Это душевный настрой. Вот, смотрите, да? 2 стопочки рыбацкого напитка, и вон стихи рождаются уже. Стихи пошли вперед. Тем Роман, более, когда ты будешь стихи рассказывать? тем более у нас сегодня есть добытые трофеи. Да. В первый же день так осчастливилось, что довольны. Сейчас будем Но не чистить, все. готовить. Ну ничего, Роман переживает то, что сегодня не удалось добыть трофей, но трофей ушел под ранком. Утка ушла в кусты, крякаш ушел в кусты, селезень, красивый селезень. Вова слышал, я не слышал, потому что я Да, дальше, да, я слышал. да, но я, Рома, ну не садилась к нему утка сегодня, вот что садился вот один крякаш, Рома пытался добыть, но, видать, не попала дробинка, шаг влево, шаг вправо, в итоге ушла под ранком. Первый блин комом. Да, ну, у нас еще есть 9 дней, так что Рома еще покажет себя. Мы обязательно вам расскажем обедом. Так что ни пуха, ни пера. Всем Черту. нам, всем вам. Надо было залить, наверное. Ну вот, как бы. Ну а сейчас мы, понимаете, на весновке получается все наоборот. Нормальные люди что делают? Днем живут, вечером ужинают и ложатся спать.
у нас все наоборот. Мы вечером начинаем жить. Получается, завтрак у нас вечером. Вечером завтракаем, идем в шалаши. Утром приходим, ужинаем. Это получается у нас ужин. Ну, если вторая пища, это обед. Ну, просто сегодня задержались. А по идее вот ужинаем, ложимся спать. Сейчас мы вот поужинаем, ляжем спать. Где-то в обед мы проснемся. Скочегарим костер, приготовим ужин, ну то бишь завтрак. Позавтракаем и опять пойдем в шалаши. Вот. Короче, завтрак, ужин, ну у нас все наоборот получается. Сейчас у нас будет тихий час, часика 4-5, наверное. Сохнет одежда, потому что вторые сутки уже поливает дождь. Вот природа услышала наши молитвы, наши просьбы, и хоть во время съемок дала нам погоду без дождя. И надеемся, что по прогнозу вроде бы вечером сегодня будет даже солнышко. Сосновый бор. Стоят сосны, только сосны, они как свечки, как корабельные мачты. Здесь полно брусники. Чуть дальше там болотце, там растет черника, морожка. Я так считаю, по полному праву, это рай на земле. Здесь течет ручей. Этот ручей впадает в озеро. Справа болото. Слева озеро. Большое, глубокое озеро. Километра 2, наверное, длиной, да? Километр? Но когда я на резиновой лодке плыву, это, мне кажется, очень долго. И вот эта избушечка, которой уже, наверное, лет 50, да, по-любому? Ну, 30 точно есть. 35-36. Да. Земляночка построили, обогрела, согрела. Тут даже человек жил, получается, лет 10-15, наверное, просто жил здесь постоянно, да? И вот теперь, благодаря Владимиру, перекрыл крышу, сделал веранду это. С Артемом мы потолок Раньше было просто не чихнуть. Чихнешь, и все, песок сыпалось. Кушаешь, песок сыпалось. Мы поменяли печку, все. Уже, наверное, третья печка уже сгорела все-таки. Согрела много народу, приютила. Маленькая земляночка, избушечка на берегу прекрасного озера. Туман? Туман? Туман. Скажи пару слов. Ну, Туман, разбудили тебя. Че молчишь? Гавкал, гавкал, а теперь молчишь. Вот это наш туманчик. Сейчас сделаем мы его поближе. Вот такой вот шалопай у нас. Вон. Скоро ему будет 2 годика уже. Вот такой вот песик, туманчик. Наконец-то вырвался на свежую природу. А то уже устал дома сидеть. О! Это кто? Кедровка? Он уже это... Охотничий пес, сразу обратил внимание. Ладно, мы отвлеклись от темы. Короче, мы отдыхаем в райском уголке. Все здорово. Канары Все. отдыхают, да? Все великое. Какие нахрен Канары? Во! И смотрите, как классно. Смотрите. С южной стороны идет просветление. Вот. Это значит, прогнозы не обманывают. И сегодня действительно будет к вечеру прекрасная погода. Вон. Идет просвет уже, все светло. Скоро появится солнышко. Смотрите, дождя уже нету, да? Все хорошо. Боженька отправил нам хорошую погоду. Он сначала испытал нас на прочность. Ночь под дождем в холодном шалаше. Ну а теперь... Ладно, все, мы уже заболтались, друзья. Завтра будет вторая часть. Нет. Сегодня будет вторая ночь. А для вас это будет вторая часть. На сегодня мы заканчиваем наш вкусный ужин. На сегодня заканчиваем мы праздник открытия охоты.
И начинается охота. Да здравствует охота, да здравствует весновка 2020 года. Ура, ура, ура. Ура! 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 Пока-пока. Стой, 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 Вов. Гена, Гена, Гена. Версию нового черного ворона, подожди. Мой черный ворон, не спеши. Как это? Я вот не слышал просто, но песенка затронула, а у меня аж мурашки пробежали. Мой черный ворон. Ну, давай, лучше сам. Да, есть черный ворон обычный, а есть черный ворон видоизмененный. Мой черный ворон, не кружи, лети, пока сердечко бьется, и маменьке моей скажи, что сын ваш больше не вернется. Ну, в таком